Достуклар сәлам. Соңгы Бухара әмиренең җәйге сарае һәм аңа багышланган музей белән сезне таныштыру өчен бу видео төшерелде. Экскурсия алып баручы гидның бәясе 100 мең сум. Безнең акчада 740 сум иде. Рәхим итеп карагыз. На каких языках проводишь? На русском, на узбекском языке. На татарском не можешь? Нет. O'zbekcha тоже була инде? O'zbekcha тоже bilan tatarcha ham tushunayin, lekin gapirib bilmayin. Ага, яра, русча пойдет bizga. Уважаемый гость, вы сейчас находитесь в летнем загородном дворце последнего правителя Бухары. Ну, с внешней стороны, конечно, может, когда уже вам туда зайдем, потом не надо. Это последнее здание, последний дворец правителя Бухары, эмира Саид Алимхана, под названием дворца летедача Ситора и Мох и Хоса. Ситора — звезда, Мох — луна, а Хоса — похож. Дворец был построен в начале 20 века, 1911 по 17 годах, в течение 6 лет. В течение 6 лет здесь были построены 4 здания. Один не сохранен, а остальные все 3 здания имеются. А сам дворец состоит из 3 частей. Внешний двор, внутренний двор и внешний. Через двор казначеев в казну, а через казну спальный был вход. Некто другой, почему через казну? Ну, может, люди же разные. Он смотрел на свое богатство, потом закрывал сохранности, потом он уснул. Да. А вот спереди, сейчас магазин, а раньше здесь была конечная. Ну, парковка лошадей. Hali chiqqanim endi kiryapmiz. Да. Нет. Еще, если возвратиться историю, то начало 19 века по приказу эмира Насруллахана, это прадедушка, это правителя, зарезали 4 барана и развешали с 4 сторон Бухары. Юг, запад, север, восток. В северной части баранья туша сохранится дольше, а в 3 местах она испортилась. Почему? Именно вот здесь, 5 километров того региона, расположен Розветров. Самый прохладный, самый чистый, свежий воздух находится вот в этом местности. После того здесь воздвигнули сад на территории 10 гектаров. Внутри этого сада 3 правителя для себя строили дворцы. Это по счету 3-й дворец. Первый дворец не сохранен, он был построен в 1860 году для эмира Музаффархана, для дедушки этого правителя. Сейчас вместо нее на улице стоянка. Его разрушили. А 2-й дворец построил его отец во время его отца в 1885 году. Когда вы заходили, мимо него прошли. На улице мини-маркет магазин, европейское здание. Это вот дворец отца. Это его самого. 3 дворца, 3 стиля архитектуры. Первый восточный, второй европейским. У него обе архитектуры уже смешаны друг с другом. Почему? Он учился в России с Николаем II. Закончил кадетский пасек корпус, знал несколько иностранных языков, в том числе русский. Ну, грамотный правитель. Когда гости приезжали из Европы, что себя чужим чувствовали, когда из Востока так. Поэтому здесь двойной стиль архитектуры. Ну, конечно, он на трон сел в 2010 году после смерти отца, когда уже управил только 10 лет, до 20 года, 2 сентября, когда уже большевики штурм завели Бухару, они бомбили 3 дня ночи. Он вынужден был покинуть этот дворец, прихватив, что казненных отцов золото, остальное не успел, а большевики поторопились. Приезжал в Афганистан, и там в 1944 году 60 У него вот останешься дети? Дети за рубежом сейчас живут. То есть продолжение идет рода, да? Которые родились уже в Афганистане. А здесь, которые родились, 3 сыновья, ну, 2 убили. Они учились в то время в России. Когда Фрунзе как раз арестовал, но при домашнем аресте держал. Если он все свое богатство отдаст Российской Республике, это мало дает, он отпустит сыновей. Но, конечно, он не согласился. Почему? Кроме детей, еще его есть дети. И дети есть, и гарантии нету? Ну, и гарантий, конечно, нету. 2 убили, сказали, что несчастный случай случился, а 3 отрекся от отца. Шомрут Алимханов жил в Москве до 1976 года, 2 дочери там у него есть. Вот он отрекся официально и дальше он жил. То есть его пустили, да. Не имеет уже на престол уже не претендует. А остальные, которые сыновья родились в Афганистане. А мы на КМГ постамент? Вот сейчас теперь начинается. Во внутренний двор это главный корпус.
все вот эти постройки были построены, спроектированы питерским архитектором Маргут Исаковичем, а строили Самосара во главе Усташири Мурадов. Главный строитель Бухарского эмирата Усташири Мурадов. Это здание снаружи реставрация была, а внутри еще без реставрации. Внутри еще реставрации не было. Вот по образному виде, одна сторона деревянный айван, называется Саламфана, эмир выходил со спального. Здесь собирался народ здороваться с правителем. После приветствия он записывался в канцелярии, заходили на прием, сейчас вам туда зайдем. Еще в 2011 году вот в этом дворце было автономное электросвещение. При помощи электродвижка освещался дворец, электродвижок был привезен из Германии фабрики СМИ. Дизельный горючий тоже из Германии. Это люстры из Польши, лампочки из Австрии, петля, замки, ключи из Англии, стекло, зеркало из Франции, Италии. Что лучше было, ему было привезено. Ну, у нас в народе говорят, живет как эмир Алимхан. Это не зря. Территория опишу, половина Туркменистана, половина Узбекистана до Джизаха, Самарканд полностью. И пригнавшись Афганистана, полностью Таджикистан, ходил в состав Бухарского эмирата. Огромная территория у него была. Поэтому все богатство у него было. Большевики из-за золота завоевали Бухару. И все оттуда золото везли, да. Нарьян, Эмират Харнабарс, и там сидит. В окнах некоторые стекла сохранены, если вам покажу. А, то есть с того времени, да? Да. Это вот ставни тоже, да? Вот ставни, это все так и было? Нет, смотрите. Это вот нормальная реставрация, это ненормально. Это просто сверху взяли на старые рамы, обшили новыми досками. Обшито просто сверху. Я поняла, да. Если снять, там все натурально. Просто это ущерб исторической памяти, они стараются. Да. Она тяжелая стала, это окно. Вот это родное стекло с узорами. Это греческий орнамент готики. Меандр. А молодежь что думает? На что похож? Версачи. А, ну да, кстати. Я даже не подумала. Если хорошо присмотреться, она неровно волной идет, старый стекло. Обратили? Волной идет. Вот так издалека посмотрите. Вот отсюда, когда тоже смотришь, прям вот она. Она неровная, да? Да. Старое стекло. Волнистый. И вот замок более 100 лет еще работает. Если хотя бы 10 лет проработать, можно продать. Да? Если пройдет, то конечно. Бе 100 меңне кемгә бирдең, шул күтәрсен. Рисован естественно красный. Нефть, желток, лопница, верблюжье молоко, коньяк с растения, кровь птиц. Вместо лака здесь использован жир миндаля, греческого ореха и мякоть абрикоса и персика. И в 2011 году, как было нарисовано, она сохранена. Плюс, чтобы блестеть, это специальное золото. Мякоть, это, знаете, щира была, это... Ну вот, люстра воды вам специальная, конечно. Перед аудиенцией, да? Вот здесь, да, мимо они ждали, потом открылась дверь, мебель, вот здесь сидят ждали. Оригинал, конец 19 века, из ореха дерева, который был привезен из Европы. Там было за Россия написано, это неправильно, конечно. Сейчас же молодежь. У меня здесь 86 года стаж в этой системе. А экскурсовод уже 4-й год. Это подарки, привезенные из Японии, из Китая. У нас еще в конце завода, я расскажу подробнее. Вот самый необычная комната. Белый зеркальный тронный зал, хона и сафет. Хона комната, а сафет это белый зеркальный тронный зал. Обратите, каждая ниша узор друг друга не повторяет. Это личная работа Усташири Мурадова. Вот здесь фотографии и рабочие инструменты. Здесь зеркало, сверху лепится ганч. Ганч такой же строительный материал, как гипс альбастр, просто ганч, она твердее и водостойкая. И снаружи, внутри можно использовать. Лепится ганч, потом вырезался, поэтому называется резьба по ганчу. Ганч оймар көрлігі. Длина тронного зала 17, ширина 7, высота 8 метров. Внутренняя люстра весит 500 килограммов. Внизу расстелен ковер туркменской школы.
Это Кызыл Аяк, но в Европе славится как бухарский ковры, почему половина Туркменистан была же бухарским миром. Длина ковра 17, ширина 7, высота 8, длина 14, ширина 7, более 170 килограмм весит. А дальше вот открытая дверь, его спальня, через спальню выходил. Туда вот, дверь. оттуда он заходил. Да. А трон находился, но, к сожалению, этот трон сейчас находится в Эрмитаже. Ну, 10 килограмм золота большевикам жалко было оставлять по дороге. Невероятно. Куда может Кызгулер? Вот, А большевики мечети разрушали здесь? Минареты? здесь мечеть разрушили, конечно. Много? Вреда? 200 мечеть медресе было здесь. раньше. Пора ишеттен Кызгулерстен. Ну, сейчас уже где-то, может, 20-30 сохранилось. Или 50. Здесь уже идет, нет, внутренний, да, тяжелое, это ореховое дерево. Здесь идет резьба по дереву, а внутренний фон зеркала. Непрактично, пощерана. Пачкается. Я поэтому же сказал, здесь необычная архитектура, здесь идет двойная, это архитектура Европа и Восток. Когда гости приезжают из Европы, чтобы себя чужим чувствовать, из Востока, поэтому двойная, это необычно, это все новейшее, это в архитектуре. Ноу-хау. Красота? И красота, это вот мехраб называется, мехраб это как сталактит. Это вот, что купол это небо, а под небом звезды. Если вы знаете, все равно до арабов разные религии за австрийцем. Тангриатство. Да. Поэтому некоторые элементы сохраняются. Это украшение для лошадей правителя сбруя. Серебро полоза, да. Видела я. Это попона, покрывало. С золотыми темами, а он вместо за себя. Ай-яй. Ну, в то время здесь была баня. Баня так и при помощи печи, буржуйка, чугун и кафель. А вот перед вами находится венецианское зеркало. Кто знает, чем славится? Не знаю. Стопроцентное изображение человека без всякого сказания. Как вы есть в природе. Можете себя 100%. Да, это 19 век. Как вы есть. 100%. Почему там она не искажает? Там стекло, хрусталь, пленка, серебро. Ну еще кто смотрел до сих пор, это не жаловался. Ну, мотор действительно. Мне вот не пересмотрели, как я красивая, или я худая, или я нормально. Нет, оно же, да. Или я вот ничего вот так говорю. Если вы ничего, конечно, ничего показывать. Ну просто как вы есть, оно показывать. Да. Есть же, которые удлиняют или наоборот. Да. Или вот так. Это точно как есть. А будешь Ой. Буне. Это шарвары. Правитель это просто зимний. Там вот золото вышито, лампасы генеральские. Лампасы. У него звание было генерал-лейтенант, генерал-лейтенант. Про гранат Шульган тоже им. Так широкие были, да? Вот правитель. Ну, а здесь вот органайз за то время, механический календарь, настольное было подарено из России, и его футляр, серебро по золоту. Следующий зал называется игровым залом, здесь он играл шахматы, карты, нарды, разные игры. В этом зале уже на фоне зеркала и стекла уже изделят растительные геометрические орнаменты. Даже вот потолок, смотрите. Я мотал не было. Шахмат, карта, нарды. Вот стол для игры карты, для шахмата сверху. А вот в витрине находятся подарки, шкатулки, там, светильник, подсвечник, братья или ладья. Братья от слова братва, братва сидели, брали круг, посередине этой чаши, и он черпачком по очереди пивали медовуху. Спиртной напиток из меда. Вот так полностью. Да. Ну, когда гости тоже когда гости приезжали же к нему, он же, вот как раз они проводили с собой, ставили банки. Ну, часы были подарки из Германии, печка голландская в стиле была построена, это вот задняя сторона, только снизу. И целый час находится в банкетном зале, кафель был привезен из Германии, Баварии. Ну, наверное, эта люлька вам знакома, бешик? Да. Просто у мирских детей было серебро позолочено. Просто рама не сохранилась. Понятно, да. Только ручки. И футляр от книги Коран. А сама находится в архе. Зимний дворец, там имеется музей письменности. Зимний дворец мандат угрмани?
Вы чего, не ходили, что ли? Югаль? Нет, мы только вот зашли А же. вот так тогда потом зимний дворец, отведет вас. Зимний дворец высотой 20 метров возвышенности. Да. Этот зимний дворец, конечно, А самый... почему зимний? Он там что, Он там зимой холоднее жил. там было? Да, Или что? когда холодно, он там жил, а когда жарко здесь. Там низкие потолки, а здесь высокие. И тот дворец, конечно, 4 век до нашей эры. Поэтому все правители там. Ну, это вот следующий зал называется банкетным залом. Или второе название – комната меня снять 4 сезона. Вот эти стены, они съемные. Видите, вот 18 полуколонок. В каждом колонке, смотрите, отверстие. Когда жарко, что ли? Сейчас вот разрешаю, пока сейчас никого нет. Смотрите, там что имеется. Анкерман, да. Анкерный болт. Да, шуруп. Шуруп отвинчился в каждом месте. Полуколонку снимали, а тут стену убирали, потом другую стену ставили. Не по сезонам, как сейчас говорят гиды, а по желанию правителя. Ну да, захотела. Да, в течение 6 месяцев мог себе устроить 4 сезона, чтобы удивить гостей. Иногда вот женщина обои же меняет, надо вот тогда обои поменять. Такая же прихоть у него была. Но меняли в течение 8 часов в шахматном стиле, чтобы не разрушить эту конструкцию. Ну, да. А некоторые, конечно, а некоторые сохранились. Некоторые не сохранились, хотя бы сохранились, не знают, как менять. Но, конечно, в банкетном зале здесь танцовщики танцевали, поэтому полы готовились с паркета. Ну, банкет тоже европейским стилем, использовали. Подарок это первый, подарок из России. Теперь, наверное, посмотрите, красивый синим суховиц, метражно. Этот эффект можно сделать, некоторые слово получить от стекла на зеркало, Че, как? Нормально. Сейчас прямо попадение лучей солнца. А так она сюда, и оттуда потом вниз. А здесь вот два последних правителя. Фотографии. На стене. Слева отец Эмир Абдуллахат хан, а справа сын Эмир Сайдалим хан. Завод, фабрика одна, поэтому похож. Часы Беккер, Швейцария, мебель кожа из Европы, но самый уникальный подарок, перед вами находится холодильник. Прошу. Сверху была такая же хрустальная посуда, 4-квадратная хрустальная. Сверху ставили лед с 4 сторон, по бокам имеются трубки медные. Лед, капая, стекала вниз медленно, и скаф лошадиной части. С той стороны обратно имеется слив, краник, оттаешь лед и вниз. При циркуляции внутри происходила прохладная температура, напитки подавали гостям в прохладном виде. Хрусталь через себя холод не пропускает, внутри одинаково прохладная температура получается. А лед еще заготавливали зимой. Из гор привозили в специальных кожаных мешках, в подвалах копали 1,5-2 метра. Туда ставили камыш, стелили. Кигиз это плотно шерстяной материал войла. Лед, кигиз и закапали. Если туда воздух или не попадать, то лед никогда не так. Тут так сохраняли. Прибор банкетного зала, ермак, поднос на колесах, сервисный столик, пищу подавали. И вот лицевая часть печи. Посмотрите, там баварская пивнушка в виде миниатюр изображена, немецкие крестьяне бухают пиво. Бухает пиво. Корбаза у нас называется. Где лед. Корбаза. Корбаза. Баз это значит погреб. Погреб. А хор это снег. Да. Ну, хор здесь у нас тоже хор называют. Бей у нас в принципе один и тот же язык. Что татары, что киргизы, что узбеки, что там туркмены, это все туркоязычные языки. Ай, мы друг с другом можем общаться. Даже с турками можем общаться. Вот мы с Турцией болдық, разговариваем. У нас вот считается, если ты истинный мусульманин, ты должен уважать все религии, все народы. Правильно. Одинаково. Да. Это вот задняя сторона печки. Далее следующая комната называется комната Мирзахана, канцелярия, здесь сидели писари, поэтому обычно помню, что во время работы от работы не отвлекают. Но обычно тоже с сусальным золотом все идет оформление. У кого есть дома треля или тремо? Бар бізде. Вы знаете. Всех были же, да? Ну, До сих пор есть у родителей. До сих пор, да. Она закрывается, открывается, чтобы чуть-чуть прокрыть, вовнутрь зайти, бесконечно отражение. Ну, таких зеркал до 40-х годов вообще дома у людей не было. Обычно одно отражение, а здесь бесконечно. Что вам расскажу, как я объяснял, гиды не знают, информации в книгах нету, это в интернетах тоже нет. Это зеркало стояло, где жили наложницы.
Специально было проведено по заказу правителя усмирять наложниц. Ну, многие думают, как можно усмирять? Смотрите. Как давно у нас проводили же, если она не подчинялась, буйна была, то я говорю, ты дура, так высоко себя не ставь, ты в этом мире не единственная такая красивая. Ну да, Красавец, как ты на тебя похож, ты как сама. У правителя много. Если не веришь, просто покажи, зайди в каком-то, посмотри направо и налево, там само убедишься. Она даже в жизни не видела, что ты лежишь. Заходит туда, смотрит направо, свое отражение, глаз право, так же, потом начнем. Если что, она не отдает много. Ну, хорошо, если ладно. Пока что задавать смотрю, все равно не надо, ты же была, я не понимала, конечно. вот так усмиряем. Это зеркало было уже японский стилематор. Ну, это последняя комната, это вот чайхана, после всех приемов, где уже производилось терапия в восточном стиле, на полстиле ковер, фонтана, так низкие столы, курпачи, подушки, сидит в чай. Ну, сейчас здесь экспонируется фарфор изделия, привезен из Японии, из Китая. Японские и китайские купцы дарили 2 пары правителям своих изделий и брали разрешение на торговлю в бухарском рынке для своих изделий, как раз патенты. Ну как можно отличить китайский фарфор от японского? Китайцы обычно может изображать цветы на шмотке, японцы животных, людей и пейзажей. А это сзади, это стенка того времени, топча называется, ниша для посуды, предметы быта, для книг. Но, конечно, она не характерна среднеазиатскому региону. Ну, по строительству, конечно, она похожа, но она изготовлена из дерева и засеплена красиво. А так из ганча изготавливается и из стекла. И считается как декоративное украшение стены. Ну, красиво, у нас же все как бы, ну, шахмат, то есть все красиво. Приятно смотреть. Ну, типа, все, которые же для нас не было. Как раз во втором музее есть из ганча изготовленный топча, вот там посмотрите. Топча demek yok. Топча это как типа ставить что предмет. Равок, топча называется. Ставить. Ставить предметы быта, посуды. Ну, мы обычно. Ну, это тоже, Ну, да, но время же такая была. Да, нравится. Это копия 18 века. И вот здесь вот видно, вот двойная чеканка и одинарная. А тройная только вот тарелки сбиваются. Это тоже очень терпение нужно, чтобы И, конечно. работать такой. Өзбеклар молодцы. Не зря так. Откуда? Казахстан? Нет, татарлар. Специально одеваю кепку, чтобы видели. Там маленький надпись. Вот эти лампы. Не видно сразу. Лампы. Для чего Раньше это? использовали, Это- здесь масло залили, а здесь фитилек поставили, он горел. Вот что светло было. Лампа Аладдина. Ну, сейчас это аромаламп можно использовать. Да. Да. Ну, это, конечно, лампа Аладдина. Сейчас Джин находится в Майами, отдыхает. Ждем, когда он придет. Майами, да. Иногда вот некоторые вот томатный соус, это сюда выливают. Возле гостей природный вот, Ну да, соус. считаю. Да? Эффектно. Эффектно вот выглядит. Очень Ладно. Benim батарейка утра. Кеттік дальше. Шулай айтып, менің батарейка утырды телефонда. Қарағаныңыз үшін рахмет. Сау болыңыз.